Показчики. Це реально или нет? Кому не подобається стіна, може називати цей проект «Європейський вал». Петрович, а если серьезно, скажите, пожалуйста, у вас есть потрясающий проект «Стена». Вы так им гордились. Вы рассказывали столько интересного про этот проект. Вы 400 миллионов закопали в этот проект, но согласно результатам ответа господина Авакова, он не введен в эксплуатацию. 400 миллионов закапано в землю. 400 миллионов пенсий, 400 миллионов зарплат, 400 миллионов пособий по безработице, 400 миллионов выплаченных денег многодетным детям, семьям. Арсений Петрович, 400 миллионов, может, для вас небольшие деньги, для Украины громадные. У меня вопрос. А скажите, куда же делись деньги? Где стена? Или это невидимая стена? А самое главное, Арсений Петрович, скажите самую главную вещь. Вот вы же видите настроение в зале, вы видите настроение в обществе. Эксперты говорят, страна тратит деньги на бессмыслицу, в то время как десятки, а то и сотни предприятий, которые могли бы принести стране реальные деньги, закрыты или на грани банкротства. Посмотрите. Это рекламный ролик крупнейшего украинского предприятия по производству ракетно-космической техники «Южмаш». Уже более 50 лет «Южмаш» стремится быть в числе лучших поставщиков ракетно-космической техники. Это стремление сделало украинское предприятие одним из ведущих производителей транспортных космических систем на мировом рынке. Именно здесь боевая ракета Р-1, а вслед за ней и Р-5М, способна нести ядерный заряд. В 1962 году Южмаш создал первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-16, способную накрывать территорию США. То есть фактически завод уже уничтожен. Почему? Отрасли космические, на самом деле в мире всего-навсего 4 страны, которые имели технологии, аналогичные Украине, позволяющие выводить спутники на орбиту. То есть это у нас на сегодняшний день был Советский Союз, это был Китай, это были Соединенные Штаты Америки, это были французы. То есть все. Было 4 страны. И сегодня фактически Южмаш уничтожен. Сегодня гордость советского ракетостроения Днепропетровский Южмаш – символ упадка украинской промышленности. В августе 2014-го президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении сотрудничества с Россией в сфере военно-промышленного комплекса, после чего Южмашу пришлось остановить производство ракетоносителя «Зенит» и лишиться 80% годовой выручки. Этот и другие заказы из России кормили завод. Лишившись основного заказчика, найти новых оказалось непросто. Украинские друзья из Европы и США тоже желание подсобить украинскому Южмашу не изъявили. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, Южмаш начал выпускать троллейбусы и тракторы, но и этих заказов почти нет. Часть работников уволили, зарплаты сократили так, что оклад инженера составляет $100. Но и эти копейки заводчане не получают несколько месяцев. Предприятие задолжало работникам более 80 миллионов гривен. Вот такие сходки возмущенных заводчан происходят регулярно. Расскажите нам, что мне сегодня кушать? У меня даже на хлеб нету денег. Мне кошку нечем покормить. Я уже не говорю там за детей, за все. Кошку, что там вот так ей надо. Дошло до того, что туалеты на заводе и те позакрывали. Нет воды. Впереди отключение электричества. С завода начали потихоньку вывозить оборудование, сдавать на цветмет. Печальный итог легендарного предприятия. Люди добрые, посмотрите и вчерашний день, а самое главное, посмотрите в завтрашний день. Нас будут скоро называть не государство Украины, а территория Украины.